На утреннюю службу семья Бескровных пришла не с пустыми руками. В руках куличи и яйца. Для Альбины этот пост первый. Недавно она приняла православие. Теперь ее второе имя Алевтина. Вчера я до 2 ночи пекла куличи с молитвами. Красили мы всей семьей яйца. У нас это уже традиция. Великая суббота перед Пасхой – это последнее испытание для верующих. Уже завтра разговение. А значит, сегодня нужно сделать все последние приготовления. И главное – причаститься. Наверное, это вот единственный день в году, когда мы задумываемся о другом, о чем-то более высшем, более важном. Именно в церкви ощущаешь именно вот это присутствие Христа, праздник, проникаешься всем его подвигом. Да, освещайте. Прежде чем главные атрибуты Великой Пасхи украсят стол, их освещают. В праздник владыка Феофан советует разделить еду не только со своими близкими, но и с теми, кто нуждается. Когда собирала мать нам корзиночки детям и говорила: отнеси души, отнеси Маши, потому что мы послевоенное время, они вдовы остались, и мы делились от малого избытка с тем, кто не имел вообще ничего. А уже завтра освященные яйца и куличи будут раздавать детям. Наверное, каждый православный помнит, как, будучи ребенком, бегал по деревне и собирал угощения. Ну и, конечно, нужно будет сказать заветные слова. Христос воскресе! Воистину воскрес. Спасибо. Уже в эту ночь в 23 часа 30 минут состоится праздничное богослужение в Раивском монастыре. В полночь крестный ход. После службы в Казани организуют спецподачу транспорта на остановке Центральный стадион в 2 часа. В Елабуге график работы общественного транспорта в пасхальную ночь также продлится до 2 часов ночи. В Нижнекамске автобус от храма будет отходить в 2 часа 30 минут. Доехать до дома после пасхальной службы на автобусе смогут и жители Челнов. Зарина Ахметова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань, Елабуга, Нижнекамск, Набережные Челны.